Сегодня в республику прибыл полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Сергей Меликов. Он посетил городскую библиотеку Карабулака, где пообщался с жителями города. В том числе с Мариной Амирхановой, которая ранее в режиме видеоконференции обратилась к полпреду президента с просьбой посодействовать в вопросе водоснабжения. Также Сергей Меликов посетил ряд объектов, в том числе завод по производству полимерных труб. Предприятие встретило гостя выпуском первой продукции. Подробнее Хусен Гагиев. Марина Амирханова работает в городской библиотеке уже давно, однако сегодняшний день для нее особенный. Она встречает полномочного представителя президента России в СКФО Сергея Меликова, чтобы лично его поблагодарить. Напомним, в декабре прошлого года в ходе приема граждан в формате видеоконференц-связи Марина обратилась к Сергею Меликову с просьбой оказать содействие в решении проблемы с водоснабжением, после чего были начаты необходимые работы по замене изношенных труб. Водопроводные трубы меняются по всему городу. В частности, могу сказать уверенно, что в моем доме и в ближайших домах точно уже поменяли водопроводные трубы. К нам поступает вода чистая, водопроводная, с хорошим напором. Сергей Меликов посмотрел план застройки Карабулака и чертежи коммунальных работ. Не должно складываться впечатление, что ничего не делалось, и вдруг вы обратились и сразу все... Нет, у меня такого нет, конечно, мнения. Работа-то ведется, здесь большая работа. Данная проблема коснулась не только семьи Марины Амирхановой, но и тех, кто проживает в ее многоквартирном доме. В настоящее время в Карабулаке уже выполнены работы по строительству уличных водопроводных сетей протяженностью 12 тысяч метров. К новым водопроводным сетям подключились жители сразу нескольких многоквартирных домов города, в том числе и этого дома по улице Асканова. Большие проблемы испытывали те, кто проживает на верхних этажах. Они использовали насосы, а это дополнительная трата электроэнергии. Теперь же вопрос с водоснабжением снят полностью. Все необходимые проектно-сметные работы выполнены. Это позволило решить давнюю проблему с перебоями воды. К новостройкам провели коммуникации, а в других домах заменили изношенные трубы. Как вы видите, это ответвление для построенного в прошлом году введенной в эксплуатации детский садик. И насколько мы видим, здесь тоже ответвление. Незавершенное, конечно, строительство водопровода. На днях мы завершим, значит, подпитку детского садика. Далее, насколько мы видим, водопровод идет в детский садик «Малышок», в таможенную службу. Скорее всего, вот этот квартал нами будет закрыт в течение вот этой недели. А вообще-то эти водопроводы, они, насколько вы видите, абсолютно безболезненно проходят по городу, по центральным проспектам, можно сказать, и центральным улицам у нас основных водоводов нету. Мы старались по минимуму нарушать, как говорится, бить дороги, асфальтирование и прочие благоустроенные улицы. Также в ходе визита Сергей Меликов посетил завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов. Официальное открытие состоялось в конце прошлого года. Сейчас же на предприятии выпустили первую продукцию. Завод обладает мощностью почти 20 тысяч тонн продукции в год. Глава республики Юнусбек Евкуров отметил, что в России подобных предприятий не так много, поэтому продукция завода будет востребована не только в регионе, но и далеко за ее пределами. Стоимость объекта составила 320 миллионов рублей. Расчетный срок окупаемости проекта составляет 4 года. На предприятии трудится свыше 200 человек. Производством полимерных труб занимается казанская фирма «Техстрой», которая имеет богатый опыт на подобном рынке. Работа здесь командная, каждый на своем участке выполняет свои функции, а у каждой трубы свой номерной знак с указанием длины, веса и толщины. А красители придают им свой отличительный цвет. Это визуальный измерительный контроль. Визуальный контроль – это смотрим поверхность трубы, наружную и внутреннюю поверхность, чтобы не было включения, чтобы не было трещин. То есть по госстандарту труба должна быть с наружной и внутренней стороны гладкая. Второй у нас контроль – это измерительный контроль. Измерительный контроль мы используем измерительные инструменты. Первый инструмент измерительный – это стенкомер для измерения толщины стенки трубы. То есть толщину стенки мы измеряем по всей окружности трубы. Вместе с коллегами из Татарстана на предприятии трудятся и местные ребята, которые имеют возможность набраться опыта. Если неправильно диагональ, она мне говорит, вот так неправильно диагональ. И то, что здесь есть, я записываю. У меня есть свой журнал. Помимо диагонали еще длина, да? Длина есть, ширина есть. Вот. Есть толщины трубы, есть тоньше, которые есть трубы. Вот. В целом вот работа как тебе
Мне нравится хороший коллектив, вот, подружились. Вот есть люди, которые приехали из Казани, подружились с ними, братское отношение у нас. Интерес к продукции проявляют не только в республике, но и потребители с регионов Северного Кавказа. Предприятие собирается расширить объемы производства, так как заказов много. В целом идет пуск-наладка, как бы процесс пошел, то есть трубы пошли, то есть часть трубы уже как бы заказана заказчиком и в ближайшее время уже дойдет до потребителя. Планируем, то есть доукомплектовать этот завод еще 2-3 линиями, то есть по производству таких же труб полиэтиленовых диаметром до 1600 диаметра. Далее Сергей Меликов направился в Насыркорд, где посетит мемориал памяти и славы. Хусен Гагиев, Рахман Цуров, Новости 24.